Классический пример старости выглядит так. Тихий, уютный деревенский дом, тюлевые занавески на окнах, печка, скрип половиц, кот Васька, маленький огород, утренний крик петуха, ночное звездное небо. Летом дом наполняется шумом и беготней. Приезжают дети и внуки. На столе душистые щи и румяные пирожки. Вечерами дед с бабой разводят костерок, достают самовар. Руки, хоть и ослабли за годы, но все еще чего-то могут. Но у всех людей жизни складываются по-разному, не всегда удачно, и мечты о деревенской жизни затерялись где-то в длинных коридорах судьбы. Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога, нелегка, да нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном, в доме одном. Я мечтала, знаете, хорошо прожить. Вот у меня вообще все хорошо слаживалось. И я любила внуков, внучек, у меня внучки. И вообще думала, что все так будет до конца моей жизни. Но когда заболел муж, я ему сказала, что я буду жить в интернате, что я никуда не пойду. Потому что здесь как-то в своей семье, своя семья. Тем более, если я работаю, у меня заинтересованность к людям, ко всем. Вот поэтому я живу. Мне 80 лет. Так что я думаю, хочу прожить дольше и дать больше пользы людям. И вот пришла сюда жить и думаю, что попала в хороший интернат. И сразу как-то обрела себя здесь. Потому что дома в 4 стенах всех я похоронила, позвонила сюда, и меня взяли. И вот так до сих пор живу. Работала, вот 10 лет я уже здесь живу. Работать, только не лежать и не смотреть в потолок. Мне кажется, что если слягешь, то уже слягешь совсем. Поэтому ходишь, трудишься и все. Самое главное – это быть не на кровати, как говорится, а все в движениях, чтобы было. Это движение – это жизнь. Песня – это тоже жизнь. Песня нам жить и строить помогает. У меня, например, так, думы такие. С песней можно жить, дышать, работать. И в коллективе, самое главное, в большом коллективе. Если кто-то рядом, подруга, там, друзья, кому можно за советом пойти и так далее. А петь я люблю. Бывает иногда мне совсем грустно, когда сижу, мурлычу, вроде отходит настроение. Когда болею, то же самое. По-моему, песня немножко вдохновляет, помогает. Короче, песня со мной живет, по-моему, я так думаю.
нравятся песни. Я люблю петь, хоть и голоса нет, но я люблю петь. И поэтому часто устраиваем посиделки. Собираемся в круг женщины, садимся так, с нами баянист или без баяниста, просто под музыку, под радио, и под приемник. И, значит, поем. Всякие люблю песни. Дома в комнате не могу сидеть так, и пою все время своей проживающей с Людой. И она, хоть она, правда, она не поет, ну а если я пою, раззадорится, начнет мурлыкать тоже со мной. Я смеюсь с ней. Ты говоришь, как кошка мурлычь со мной, я ее шуткой. Ты давай мурлычь, как кошка хоть. И она маленько раззадорится, начинается. Берет меня. И вот так мы живем. Ага. Репетиция у нас проходит очень хорошо. Мы все стараемся, и когда нас зовут на репетицию, мы приходим и поем. Песни мы подбирает нам руководитель Иван Афанасьевич, и пробует, и потом уже и репетируем. Выезжаем в кругу, вот, Власов, Капитоновку, там выступаем. И получили даже за песню «Река Длинная» гран-приз. Сюда я поступила 25 лет тому назад. Считай, с открытия я тут и 5 лет интернату было 10, 15, 20, 25. Все это пробыла здесь. А здесь свои таланты я показала после моего поступления сюда, где-то через 3 года. Тут был Новый год, попросили спеть. Я говорю, я не пою, но говорю, ладно, уж спою, спела, и правда заняла 1 место. И с тех пор уже сцену слазить не стала. Я с 8 класса пою, так, ну сам по себе пою всегда так. Я душевные песни очень люблю, которые человека затрагивает. Люблю петь песни про любовь, про учевскую любовь. Так как я первую любовь свою потерял, эту песню тоже, тоже пою такие песни. Люблю вообще душевные песни петь. Расскажу про юность и удачу, и могу спалить Господу, рассмеюсь от счастья и заплачу. Спасибо. Как любой парень с улицы, Георгий овладел самым популярным дворовым инструментом – гитарой. Самоучка. Что-то посмотрел, молодежь на гитаре играет, ну, постарше меня были тоже. Ну, вот от них и научился, потом в армии тоже учился и стал играть на гитаре. Я не часто, конечно, играю, но бывает так, думаю, посижу, поиграю. Сам себя успокою, туда-сюда. Так. На сцене никогда еще не играл ни разу. Сегодня Георгий тоже не рискнул сыграть на широкую публику. Да это и не важно. Гораздо значимее то, что гитара для него словно живое существо. Ей можно излить душу,
Она поднимает настроение и успокаивает. Душевный покой, короче. Ну, все равно как подруга. Без нее человек не может. Сидишь, посидишь сам по себе, поиграешь. Или людям поиграешь. Душевно. Маму похоронил, бабушку, всех родителей, короче, можно так сказать. И начал петь я с 14 лет. И вот до сих пор пою. Бабушку, маму я потерял в 54 года. 54 года ей было, 25 августа. И вот судьба меня занесла в Капитоновку. Потом я с Капитоновки сюда попал. Мама для меня, она такая, как искорка, которую ты берег, ценил. И все свое детство, короче, с мамой провел. Она меня воспитала, выкормила, на ноги подняла. Прости, родная, за разлуку, за письма редкие мои. Я искренне тебе целую руку и губы сжатые твои. Прости, родная, за письма редкие мои. Я мысленно тебе целую руку и губы сжатые твои. Вы знаете, я не люблю грустить, да? И как-то грустные песни уже как-то наводят тоску на. Тут надо как-то держать себя, чтобы весело было, а не так, чтобы грустить. Если загрустишь, то уже все, мне кажется, и может быть и депрессия, и все. Стараемся, администрация и коллектив нашего интерната старается, чтобы жизнь наших проживающих протекла очень хорошо, весело, и чтобы они не скучали. Мы постоянно проводим мероприятия. У нас работают кружки, секции, ансамбль женщин, ансамбль мужчин. Они играют на хомусе, ансамбль там, их учат наши специалисты, наши музыкальные работники. Ну вот наше рабочее место. У нас компьютер и у культработника, и у меня тоже. Мы репертуар тоже можем из интернета тоже взять и со сборников или сами что-нибудь придумаем. Ну вот для работы вот я сам вот 2 песенника сделал. Тут песни, которые поют наши и для посиделок, и для репетиций, для концертов тоже. И еще вот мы выпустили вот в 2012 году диск с песнями наших проживающих на своей аппаратуре тоже запись сделали. Вот. Ну тут песен 22 песни тут. Ну потом мой инструмент это баян. Все репетиции под баян у меня идут. Ну вот этот инструмент для нас
самое главное оружие ну, для проживающих это и отрада, и отдых, и, ну, и как бы разбивается в музыкальном смысле. Ну вот, наше солнце, прямо так. В трудную минуту стараюсь сама себя, вот если бывает в жизни всяко, правда, может что-нибудь маленькое, ну бывает у всех, правильно я говорю, что там душой кривить. Я, значит, это стараюсь сразу, надо мысленно хороший период переменить. Я сразу песню сейчас, думаю, буду, сразу песню стану, все забывается плохое, и у меня на хорошей, на песне, и все у меня хорошо получается. Вот так у меня. Аура, конечно, тяжелая. Вот старики очень нуждаются, они все свои мысли вливают. Я своим работникам всегда говорю, и я сам стараюсь всегда с ними поговорить от души по-человечески. Они это очень воспринимают очень хорошо, поэтому после вот такого разговора им становится легче. У нас директор мне нравится, он очень какой-то обходительный. Он мне как сказать, если сын уж, может, не сын, ему уж, ну, а может, как сын, ему 60 исполнилось. А мне уже, конечно, я старше намного. Он такой обходительный, вот когда придешь, что посоветоваться или чего, мало ли бывало. Он встретит как человек, человечный. Душой всей он встретит и любовью. Вот такой у нас директор. В летнее время, даже в зимнее время у нас есть свое подсобное хозяйство. У нас есть более 100 кроликов. Кролики, мы сами проживающие ухаживают за кроликами. Кролики мы забиваем, они плодятся 3-4 раза в год, поэтому идет на мясо. Мы этим экономим закупать мясо. Вот месяц обязательно один раз мы их кормим крольчатиной. Я же хоть и инвалид, я стараюсь работать. У нас тут приусадебный участок есть, там работаю. Потом кролики есть, там тоже бываю. Тут культурно-бытовой комиссии, вот с Александрой работаем. Все равно минуту свободной не бывает. Что-нибудь-то найдешь. Летом у нас свои теплицы, свой огород. Мы выращиваем огурцы, помидоры, лук, редиску, морковь и тому подобное. Поэтому в свободное время они не так просто сидят и телевизор смотрят, они занимаются. А растения я вообще люблю. Я окончила сельхозтехникум и на агронома. И вот я занималась тут все время. Садили, урожай снимали. Сотрудники и администрация нашего интерната очень стараются, чтобы здесь было уютно, чтобы было чисто, чтобы было приятно жить нашим проживающим. Мы очень много ремонт
ремонт делаем для комнат проживающих. Вроде кухни мы соорудили на каждом этаже, поэтому они после ужина вечером сами варят, там печки, там шкафы есть для посуды, поэтому они могут там варить после ужина дополнительную еду. Здесь мы чаек пьем с соседкой своей, с проживающей, с которым, с Людой. Вот все мы с ней вместе. Ага, все хорошо у нас. И песенки споем, когда все хорошо. Вот комнатка наша. Вот как отделали красиво, под лимонный цвет. Все хорошо. Вон там иконки у нас стоят. Иконочки, которые нам дорогие они. Ага. Вот иконочки. Вот это наша молебная комната. Здесь мы встречаемся со священником, отцом Сергием, который окормляет наш интернат. Он рукоположен на интернаты Якутской епархии, и верующие нашего интерната всегда очень ждут отца Сергия, потому что он приходит к нам нас исповедовать, причащать. Религиозные христианские праздники отмечаем здесь. Вот, и верующие нашего интерната очень его ждут. И, так сказать, это для них вот такая очень большая моральная поддержка. Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Вот я верю в Иисуса Христа, верю. 33 года ему было, его распяли на кресте, и он на третий день воскрес. И сейчас он живой, он на небесах. И когда мы умрем, наше тело умирает, а мы, душа наша на небесах. Представляете? И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. В душе, конечно, верующим людям обязательно надо молиться Богу. Они верят в Бога, поэтому я думаю, Бог, конечно, помогает им для жизни, чтобы они были всегда здоровые, тому подобное. Поэтому молебная комната обязательно. Это для нас место святое, это храм. Каждый верующий может сюда зайти, помолиться, поставить свечечку, побыть наедине с Богом. Это тоже очень ценный психологический момент для наших людей, потому что люди здесь нездоровые, конечно, больные. И общение с Богом всегда очень ценно для человека и является незаменимой, так сказать, отдушиной в их часто сложной, порой очень непростой жизни. Ощущаю, что я рядом со мной Бог, с Богом, живу с Богом, дышу. Без Бога человек никак не живет. Мы земной прах.
Почти все герои нашего фильма представляли свою старость в небольшом уютном деревенском доме с красивыми занавесками на окнах, с потрескивающей печкой, на которой греется кот. Но так уж у них получилось, что летом дом не наполняется детским шумом и беготней, а на столе нет душистых щей и румяных пирожков. Не разводят вечерами костер, не достают самовар. Да и руки уже не те. Мечты о деревенской жизни затерялись где-то в длинных коридорах суровых будней. И только песня, лекарство от грусти, уводит их от мыслей о казенном доме.